Уважаемые горожане, уважаемые жители Сайсарского округа, округа Автодорожного, сегодня у нас будет представлен отчет правительства Республики Саха-Якутия за 2018 год и на планы 2019 года. Это традиционное мероприятие, которое проходит по всей республике. Это одно из завершающих отчетов в городе Якутске. Отчет будет представлять Дмитрий Дмитриевич Садовников, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. В зале находятся члены правительства республики, а также представители администрации города Якутска. Отчет будет проходить в стандартном типовом формате. Дмитрий Дмитриевич представит отчет, потом будут ваши обращения и вопросы. В процессе работы нашего отчета все вести будет протокол, и после этого будет принято решение по вашим обращениям. Представляю слово Дмитрию Дмитриевичу Садовнику, министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. Уважаемый Владимир Юрьевич, уважаемые участники, позвольте, действительно у нас сегодня идет завершающий этап отчета правительства Республики Саха-Якутия перед муниципальными образованиями. Сегодня городской округ – это финишная черта, и сегодня правительство Республики Саха-Якутия держит отчет перед жителями города Якутска, в частности Сайсарского и Автодорожного округа. Позвольте мне представить членов рабочей группы правительства, который держит отчет. Это министр строительства Республики Саха-Якутия Аргунов Павел Анатольевич. Десяткин Василий Романович, заместитель министра экономики Республики Саха. Соколова Нюргуян Афанасьевна, заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Максимова Марина Степановна, заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия. Первый заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Ильшаев Николай Викторович. И Теплякова Елена Юрьевна, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Кроме того, есть другие. Я благодарю также представителей властей окружной администрации, которые пришли поддержать наш отчет, нашу рабочую группу. И позвольте коротко держать отчет, поскольку в целом был показан фильм перед вами, где всецело охвачена и показана вся работа правительства республики и главы республики за 2018 год. Основными в целом политическими событиями, которые стали за 2018 год, это были выборы президента России, досрочные выборы главы Республики Саха-Якутия, выборы народных депутатов Государственного собрания Республики Саха-Якутия 6-го созыва и муниципальные выборы. И в том числе в городском округе город Якутск, где прошли также масштабные выборы, где был выбран глава городского округа город Якутск. В целом 2018 год прошел в стране под эгидой Года добровольца, волонтера, с охватом большинства сфер общественной жизни. Около 119 тысяч человек получили помощь от добровольцев, волонтеров. В самой Республике Саха-Якутия за 2018 год был объявлен годом содействия занятости населения и ознаменовано мероприятие, направленное на трудоустройство каждого безработного и незанятого гражданина. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, профессиональной адаптации молодежи, стимулирование спроса работодателей на рынке труда. В целом на 1 января 2019 года по городу Якутску Центр занятости населения располагал информацией о наличии 4020 вакансий, из которых для рабочих 2337 вакансий. Это слесарь 328, рабочий 269, сборщик 200, водитель автомобиля 159, электромонтер 100, машинист 99, разметчик алмазов 95, огранщик алмазов, бриллиантов 85,
складчик 84, продавец 78, оператор 57, повар 56, комплектовщик 51, другие. Для служащих это было 1683, это вакансии такие как инженер, администратор, специалист-менеджер, инспектор, врач, технолог, метеоролог, полицейский, шеф-повар и другие. В целом, конечно же, по правительству основной красной чертой можно отметить работу, которая была согласована на высшем федеральном уровне. Это стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха-Якутия до 30 года, которая определяет приоритеты цели задачи социально-экономического развития в долгосрочный период 13 арктических и северных районов республики. Эта работа правительства была одобрена и в целом поддержана полпредом по Дальневосточному федеральному округу и президентом Российской Федерации. Мы ждем выхода указа президента Российской Федерации в марте, в апреле месяце. Конечно же, развитие страны, региона нельзя, как говорится, определить сухими словами. Это определяется обычным простым, как говорится, приростом населения, который идет естественным ростом. И сегодня мы отмечаем, что в Республике Саха-Якутия естественный прирост населения идет в разы больше, чем по Дальневосточному федеральному округу, и можно отметить и в целом по стране. Эта цифра составляет 5,9 на 1000 населения, когда как по Российской Федерации эта цифра зафиксирована как естественный убыль населения на минус 1,5 на 1000 населения. И мы можем смело отметить, что наш регион входит в десятку лучших регионов по Российской Федерации. Естественно, это идет в унисон с тем, что идет политика поддержки многодетных семей. Мы можем отметить, что у нас эта цифра тоже увеличивается. И в прошлом году он увеличился на 1048 и составил 26 174, где воспитывается более 80 тысяч детей. В целом по городу Якутска эта работа тоже идет системно, и улучшение качества жизни семей с низким уровнем доходов, а также семей с детьми в виде господдержки социальной помощи на основе социального контракта, а также в виде единовременных ежемесячных денежных выплат. С начала реализации республиканской программы материнского капитала «Семья» всего по городскому округу города Якутск выдано 7781 сертификатов на материнский капитал. Из них в 2018 году 885. Произведено из них в целом 646 выплат, в том числе в 2018 году 926 и на сумму 122 миллиона рублей 800 тысяч. Конечно же, мы не можем не отметить, что 2018 год был отметен крупномасштабным наводнением, где было очень много подтопленных участков, где 63 населенных пункта оказались в зоне бедствия, но благодаря кропотливой работе главы региона, исполняющей обязанности в то время обязанности главы региона Дархана Асия Сергеевича Николаева, эта работа была проделана и федеральная помощь была оказана своевременно. В целом, эта работа была оказана своевременно, и в целом федеральный бюджет на устранение этой работы выделил 815 миллионов рублей. И все они поступили на наш бюджет, и эта цифра составила в целом по республике 1,5 миллиарда рублей. Одним из главных достижений в отрасли здравоохранения республики является, конечно же, увеличение показателей ожидаемости продолжительности жизни. И в этом плане на территории республики, в целом в столице республики, были введены ряд таких важных объектов, такие как перинатальный центр, позволяющий проводить высокотехнологическую медицинскую помощь беременным женщинам и новорожденным, в том числе экстремально низкой массой тела, которые
объект, который был профинансирован из средств федеральной адресной программы. И также была проведена реконструкция радиологического корпуса Якутского республиканского онкологического диспансера. В целом мы отмечаем, что обращение населения медицинской организации за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается как уменьшение на территории города Якутска, показатели болезненности и заболеваемости населения на 7,1%, зарегистрировано в целом 461 тысяч 10 случаев заболевания населения за 11 месяцев. В целом эта цифра в 2017 году составляла 809 622 случая. При этом мы, конечно же, отмечаем, что не только в этом плане правительство республики обращает внимание не только на здравоохранение, в целом идет социальная политика на высоком уровне, идет повышение качества образования и проводится целенаправленная работа по повышению качества образования. Построено в целом за 2018 год 23 детских сада на 2153 места, в том числе 8 ясельных групп на 535 мест. Введено 10 школ с общей мощностью 1775 мест. С целью создания условий и возможностей для самореализации и развития способностей каждого человека, повышения конкурентоспособности человеческого капитала, принят указ главы Республики Саха-Якутия от 22 ноября 2018 года под номером 190 о стратегическом направлении развития образования. В культурной сфере, как было показано в фильме, республика отметила масштабно 125-летие видного государственного деятеля Платона Алексеевича Юнского, юбилей города Среднеколымска. В целом, также триумфатором развития якутского кинематографа стала победа якутского фильма «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова. При этом, конечно же, эта работа и в дальнейшем будет продолжаться и развиваться. В целом транспортная доступность также остается для правительства одним из больших, скажем, тех работ, которым уделяется большое внимание, уделяется и финансирование на республиканские муниципальные дороги. При этом мы видим, как развивается уличная дорожная сеть города Якутска. И эта работа в последующие годы, и в эти годы он будет продолжаться и будет занимать один из приоритетных направлений. За январь-декабрь 2018 года в целом в Якутске разными путями было перевезено 5 миллионов 225 тысяч тонн грузов, что показывает перевыполнение плана на 114 тонн процентов по уровню 2017 года и занимает первое место по республике по грузообороту по городскому округу города Якутска. В целом внутригородские и пригородные перевозки пассажиров осуществляют предприниматели, объединенные некоммерческие партнерства «Союз Авто», это около 700 единиц автобусов, а также Якутская пассажирская компания. В целом мы также отмечаем, что на территории городского округа города Якутск были и большие перемены в области теплоэнергетики и энергии, завершением строительства заходов на ВЛ-110 кВт, ВЛ-35 кВт, ВЛ-110 кВт, на подстанции 220 кВт «Майя», которая была совершена уже в этот год, а работы будут проделаны в прошлом году. Вхождение в эту систему составило ранее изолированные центральные и западные энергорайоны в объединенную энергосистему Дальнего Востока. И также мы отмечаем, что была проведена работа по переключению тепловых сетей как раз в Сосярском округе котельных промкомплекса на ЕГРЭС-2. Также вот объем жилья
остается одним из передовых на территории городского округа город Якутск. И мы здесь отмечаем большой задел строителей города Якутска. И они здесь идут одним из передовых по всей республике. Эта работа будет продолжаться. И мы отмечаем, что в прошлом году была завершена, в том числе успешно, на территории городского округа города Якутск первый этап по реализации программы по ветхому аварийному жилью. На 2019 год идет начало реализации второго этапа данной программы. И я думаю, что здесь городской округ тоже будет идти флагманом по реализации данной программы. Если касаться в целом по коммунальной темы, конечно же, это мы не исходим от той большой проблемы и ситуации, которая произошла у нас в Вилюйской группе районов, где произошла технологическая аварийная ситуация, где была испорчена река Вилюй. И здесь с привлечением средств акционерной компании «Алроса» началось выделение денег в фонд будущих поколений по модернизации систем водопроводно-канализационных систем в целом данных указанных районов и улиц. И в этом плане Министерство жилищно-коммунального хозяйства идет как оператор и решение и реализации данной программы. И сегодня эта программа идет на стадии и идет процедура согласования в структурах правительства республики. Конечно же, касаясь темы воды, мы можем отметить, что в 2018 году наконец-то была реализована и введена вода станции на территории городского округа города Якутска, и мы, и жители города Якутска, в дальнейшем не будем испытывать ту картину, которую мы испытывали в весенний и летний период прошлые годы. Конечно же, 2018 год также является самым одним из революционных переходных моментов на новую тему системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Новая система услуг отнесена к коммунальным услугам, и с 1 января 2012 года она взимается с человека и идет как коммунальные услуги. По результатам проведенного конкурса для городского округа города Якутск был определен региональный оператор ИКО Якутск Экосети. Соглашение заключено было в мае прошлого года. И нормы накопления для жилищного фонда установлены дифференцированно по 3 группам муниципальных образований с населением 20 тысяч человек, с населением от 2 до 20 тысяч человек и с населением до 2000 человек. Значение варьируется для многоквартирных жилых домов. И здесь эта работа, конечно, сегодня мы видим, что идет, конечно же, определенное времени, но мы отмечаем, что оно идет, и мы должны ее выполнить. В отличие от 5 зон у нас городской округ город Якутск идет с выбранными операторами. По интернету у нас организовано почти во всех населенных пунктах, это мы значим цифру 512 населенных пунктов, в целом население проживает здесь более 99%. И здесь отмечаем, что в конце прошлого года в целом были запущены такие проекты, как строительство таких зон, как Вилюйский экспресс и Кобяйский экспресс. Они протянуты до 157 населенных пунктов, в которых проживает 79% населения. Компания «Ростелеком» организована подключение к высокоскоростным каналам связи для всех учреждений здравоохранения и образования. На территории города Якутска также часть интернета мы отмечаем, что она у нас идет, конечно, как столица республики. Здесь филиалом Сахателеком по Ростелеком, предлагающим населению безлимитный тариф плана со скоростью до 100 мегабит.
зал Байкал КТК предлагаем населению также со скоростью. И в 2015 году филиалом Саха-Телеком Росселеком была введена эксплуатация волокна-оптической линии связи с транспортным узлом микрорайона Мархан. Также филиалом Саха-Телеком Росселеком построены такие же линии связи до узлов связи пригородов города Якутска, Кангаласа, Тулагина, Табага, Хатаса, Кильдянска. В целом, если отметить, что касаясь промышленности, эта работа также идет, как говорится, широкими шагами. В целом у нас эта работа идет с учетом интереса республики. И, как было в фильме отмечено, что у нас был самый высокий показатель добычи золота. В части продукции, валовой продукции сельхозсельского хозяйства у нас тоже, как аграрная республика, производство сельхозтоваропроизводителей стоит в приоритете. И по состоянию на 1 января 2018 года, согласно данным отчетности финансово-экономического состояния товаропроизводителей Республики Саха-Якутия, количество организаций, ведущих сельхоздеятельность в городском округе составило 93 единицы, в том числе сельскохозяйственных организаций 14, промышленных организаций 11, служащих организаций в сфере сельского хозяйства 4, потребительских кооперативов 10, кредитных кооперативов 2, крестьянских фермерских хозяйств, включая индивидуальных предприятий, сдающих бухгалтерскую отчетность Министерства сельского хозяйства Республики Саха-Якутия 52. В целом, конечно же, говорить всю то, что творится и делалось правительством республики, перед жителями города Якутска, наверное, это вы все сидите уже, как говорится, на первой линии, в отличие от жителей районов. Все знаете, все видите, все, как говорится, из средств массовой информации, с интернет-ресурсов, с телевидения. Поэтому я, как говорится, долгое время не буду занимать. Хочу остановиться на том, что в целом республика приоритет ставит развитие, конечно же, республики и столицы республики. И то, что в городском округе город Якутск идет реализация таких программ, как комфортная городская среда, улично-дорожных сетей, которые выделяются средства с федерального бюджета, оно остается, конечно же, в внимании нашего главы региона Алексея Сергеевича Николаева и правительства Республики Саха-Якутия. Конечно же, жители столицы и гостей столицы во главе угла также стоит вопрос строительства моста через реку Лена. Оно, как было сказано председателем правительства республики Солоновым Владимиром Викторовичем в прямом эфире на национальной вещательной компании «Саха», когда отчитывался правительство республики, как было сказано, оно остается в приоритете и будет одним из главных задач в 2019 году и в последующие годы. И в целом, конечно же, для развития столицы, развития республики связано с всеобщим, как говорится, нашей работой, которая идет ежедневно, ежечасно. И поэтому 2019 год главой республики был объявлен годом консолидации Республики Саха-Якутия. Главные цели года консолидации – это укрепление взаимного доверия в обществе, вовлеченность и личный вклад каждого якутянина в развитие родного города, республики и всей страны, осознание значимости своего участия в общественной жизни. Позвольте на этом закончить. Спасибо за внимание. Готовы ответить на ваши вопросы. Если мы не сможем ответить, предоставим спасибо. Уважаемые граждане, сейчас вы можете задать вопросы непосредственно Дмитрию Садовникову, либо членам правительства, которые сейчас находятся в этом зале. Прошу представляться и свой вопрос. Спасибо. Егоров Владимир Георгиевич, член Совета ветеранов Тайсарского округа. Сегодня утром я смотрел передачу, есть такая общественное отражение.
там как раз говорилось о молодежной безработице. И у нас по Якутии, оказывается, 73% молодежи, это окончившие вузы, техникумы, училища, не могут найти работу по специальности. В связи с этим у меня вопрос. Как и кто их трудоустраивает после окончания вузов, техникумов? Потому что это наше будущее. В конце концов, это наши внуки, дети. У меня все. Здравствуйте, спасибо за вопрос. Слышно, да? Ага. Но насчет 75%, как указано, я бы здесь поспорила. Дело в том, что на сегодняшний день, согласно мониторингу, проводимым Государственным комитетом занятости по Республике Якутия, процент трудоустройства среди выпускников колледжей и техникумов составляет 56%. Причем порядка 82% из них они трудоустраиваются по специальности. Вообще говорить о том, что необходимо, наверное, что мы в последнее время приводим в соответствие структуру подготовки в колледжах и техникумах, а также в вузах. Да? В правительстве разработана методика, согласно которому прогноз потребностей ежегодно утверждается распоряжением правительства. Сбор идет в информационном портале. В сборе потребностей участвуют предприятия различной формы собственности. Порядка 700 организаций принимают участие. Далее отраслевые министерства вводят это в информационный портал согласно той структуре, которая в сводном виде происходит, утверждается прогноз потребностей на перспективу 10 лет. Согласно этому документу готовится бюджетное финансирование на подготовку кадров. Последние 3 года у нас идет тенденция к тому, чтобы увеличить прием на бюджетные места по профессиям и специальностям технической направленности. А также в этом плане, конечно, готовить нужно на перспективу, соответственно, в школах и техникумах, школах и центрах доп. Образования уже, как вы, наверное, заметили, разговор идет о кванториумах, робототехнике, да, информационных каких-то технологиях, поэтому школы тоже уже начинают свои кружки и секции, профильные направления ориентировать на технические направления. Так, это в целом по структуре подготовки. Конечно, здесь большее внимание отраслевых министерств и организаций, предприятий должны быть заинтересованы в трудоустройстве наших выпускников. Для этого организуются отраслевыми министерствами и предприятиями различные проекты. В том числе вы, наверное, в средствах массовой информации слышали про проект «Местные кадры. Промышленность». Да, согласно этому проекту, в прошлом году было трудоустроено 4000 населения нашей республики в промышленные предприятия. Также вы, наверное, заметили, что на бюджетные места по тем маловостребованным специальностям у нас подготовка сокращается. Это у нас сохранился единственный колледж, допустим, в республике, готовящий по направлению экономика и управление, то есть финансистов и экономистов, да, потому что востребованность их практически отсутствует. Также за счет бюджета республики сокращен прием по направлению юриспруденции, и правоохранения, юриспруденции юристов мы за счет бюджета практически не готовим. Так и те программы, которые реализуются у нас в колледжах, техникумах, вузах, да, по профориентации уже студентов для того, чтобы они трудоустраивались на предприятиях. Буквально вчера в точке кипения был проведен проектная сессия, когда разрабатываются новые подходы для обеспечения трудоустройства выпускников. Спасибо. Еще вопросы? Совет ветеранов Тайгарского округа, председатель Совета ветеранов Егоров Николай Анатольевич.
я сразу оценю работу правительства. Работа правительства, я считаю, хорошая. Нынче мы передымовали зиму исправно, никакой течи, ничего не было, все нормально. И я хотел бы несколько вопросов задать Министерству здравоохранения по поводу расширения реабилитационного центра неотложной кардиологии, потому что там пациенты лежат по 6 человек плюс сиделками, эти самые палаты очень маленькие, задыхаются, и я хотел бы, чтобы расширить. Ну, а вообще врачи работают отлично, проводят МРТ, коронографию, все, и выводы делают. Ну, в общем, исправно работают врачи. Даже и министр здравоохранения обходит пациентов, точные диагнозы сразу. Ну, в общем, пациенты очень довольны. Но требуется расширение реабилитационного центра. Реабилитационного центра вообще нет, по-моему. Есть только центр, то есть отделение неотложной кардиологии, куда попадает людей, спасают, действительно люди умирают там почти, а их спасают и оживляют. Очень много там должностных лиц попадало. В общем, слава Богу, врачам за их работу спасибо. И еще я хотел сказать по поводу ИЛТУН, значит, принял закон о детях войны, но до того он, видно, удивительным был для социальной защиты, что они не приготовили удостоверение для ветеранов войны. Они будут готовы только 1 апреля. Я бы хотел, чтобы новый функциональный центр города Якутска подключился к этой работе и выдавал удостоверение дети Великой Отечественной войны. Если есть такая возможность, то прошу это. Спасибо. Добрый день. Значит, конечно же, мы знаем, да, что у нас смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте. Сейчас правительство республики и Министерство здравоохранения ведется работа по строительству кардиологической диспансера. Это, конечно, значительно улучшит оказание медицинской помощи, и мы надеемся, что снизит смертность населения. Да? В части реабилитации у нас медицинскую реабилитацию оказывают несколько учреждений, в том числе неподведомственных министерству здравоохранения. Это автономные некоммерческие организации, как «Аморал» и так далее. Да? По помещениям у нас сейчас ведется работа, так как фактически мы знаем, что у нас идет нехватка помещений, и вот если мы построим кардиологический диспансер, то, соответственно, мы надеемся, что ситуация решит. По социальной защите могут? Здравствуйте. Подождите, ответят, да, на второй вопрос. Сейчас ответ прозвучит, второй вопрос. Да, действительно, мы, к сожалению, в рамках действия 44-го федерального закона должны объявить конкурс. И по итогам этого конкурса, значит, определяется поставщик, который изготавливает эти удостоверения. Поэтому мы всех уведомляли по поводу того, что у нас идет задержка в выдаче этих удостоверений. А что касается выдачи через МФЦ, это не проблема. Как только они будут изготовлены, выдача будет через управление с выдачей через МФЦ тоже. Передайте, пожалуйста, потому что на эти удостоверения работают те советы ветеранов округов и пригородов, да? Копии паспортов делают, заявления принимают. Ну, в общем, работы много. Соцзащита здесь присутствует, она услышала вас. Они просят нас помочь им, конечно, мы им помогаем, но будьте добры, МВД, свяжитесь, пожалуйста, и оформите как положено, ладно? Хорошо. Все, спасибо. Управление соцзащиты должности. Здравствуйте. Ну, во-первых, мы, конечно же, услышали, да, ваши пожелания. В помощь общественников мы прибегаем. А вы меня слышно, наверное, да? Добрый день. В помощи общественников мы, конечно, прибегаем, потому что наша совместная работа, она дает плоды гораздо лучше. Потому что поток населения действительно идет очень большой,
И для того, чтобы не создавать очереди, да, для того, чтобы люди пришли по адресу, ближе как бы, да, к вам. Поэтому мы вынуждены пребывать к вашей помощи. А с МФЦ, конечно, мы работаем вплотную и обязательно работаем. Спасибо. Здравствуйте. Представитель из прокатных школ Покровская драка 10 по 16 километров правая сторона. Мы 2015 года добивались проект красных линий правой стороны этой территории, так как участки были ранее уже распроданы, когда в балансе республика настояла. И все проектные документы мы своими силами и своей инициативой мы это в порядок ввели. После этого вышли участки, которые попадают под газоохранную зону, под водоохранную зону и так далее. После, приведя все документы в порядок, мы обращались в республиканские власти города Якутска, получили различные отказы и рекомендации. После этих документов мы решили своими силами строить передачу электролинии. И до сегодняшнего дня мы это делаем. Но такого не должно вечно продолжаться, да. Тем более еще сейчас сменился руководство города Якутска. Когда сменился руководство города Якутска, стоит вопрос уже, кто вы, откуда пришли. Ну, в общем, так звучит. Вы сами все знали, как мы начинали, да, как бы все правильно мы начинали, а сейчас вопрос стоит, кто вы, откуда вы. И путают территориями депутатов, олигархов. Если вы построите электролинии, то построите коттеджи, так далее. Если бы мы могли бы построить коттеджи, мы могли бы электролинию сами привести. Но когда был Алексей Сергеевич, у нас была, сказать, такая вот работа велась, что насчет строительства высоковольтной линии. Чисто высоковольтной линии, где наши линии 0,4 могли подключиться к этой высоковольтной линии, и чтобы мы могли достаточно такую качественную электропередачу получили. Потому что сегодняшний день единственным отоплением является отоплением и жизненно необходимым, как сказать, средством является электропередача. А что сейчас наши линии подключены, старые линии птицефабрика, что там постоянно аварии, и у нас насос останавливается, соответственно, все отопление мерзнет, многодетные семьи живут. И даже бывает случай, что одно утро просыпаемся, и метель как заметет, и нам 6 километров до поста ГАИ, чтобы добраться до детского сада, до работы, до школы и так далее, нам в 6 часов утра встать и пешком это все это пройти. А обратно 3 лимона, получается, идут до дома. А когда мы вот недавно обращались в эти городские власти, получили ответ, что не платите деньги. Если мы платим налоги, мы почему должны платить мэре города Якутска деньги, чтобы нам чистили снег, хотя бы снег почистили и так далее. Или какую-то помощь спецтехникой, спецпески мы сами купили, и летнее, видимо, а осеннее и весеннее время у нас ужасные дороги. Мы не можем добраться до города Якутска, выйти с этой территории, мы не можем. Поэтому вот Владимир Юрьевич, да, поговорить с Дмитрием Дмитриевичем, он все расскажет, наверное, как мы что это. И какие депутаты, олигархи, богачи у нас никакого отношения не имеют. Спасибо. Спасибо. Сергей Иванович, наверное, по красной линии вы поясните, а потом СГХ... Нет, по красным линиям не надо, все мы это сделаем сами. Нам развитие коммунальной инфраструктуры, социальное развитие. Евгений Иванович, СГХ здесь, да, можете пояснить по поводу планов по их участку, по высоковать? Добрый день.
Значит, в этом году, в плане 2019 году, развитие инженерной инфраструктуры в этом направлении не предусмотрено. Сейчас идет разработка проектов по направлениям многодетных семей. Это у нас электроснабжение в Хакасах и разработка проекта микрорайона Марха. Это Мамский тракт. В прошлом году завершили разработку проекта по газификации микрорайона Северный по Мамскому тракту. И в этом году также завершается разработка проекта электричества по Мамскому тракту. Это Сырках. Владислав Ильич, к вам обращения какие были? Также ваши территориальные Обращение к нам поступает с 2017 года, какой-то проблемы не знаем. Соответствующая заявка в департамент жилищно-коммунального хозяйства города подавалась. Мы с Николаем уже встречались, это председатель. Ситуация следующая. Поскольку острая необходимость не только в развитии в направлении, в том числе там, где ваши земельные участки, в том числе ситуация острая стоит, в том числе по окраинам, как вот Марха и Намцы. Вам остается сказать, что необходимо будет подождать, в части поддержки там, по уборке территории, но вы один подойдите, мы обсудим с вами. Еще вопросы, уважаемые граждане? Нет, выступление можно. Сергей Зорин, Федеральный фонд ЖКХ контроля Якутское региональное отделение. Вопрос про ливневку. Допустим, Аюнского 31/2, регулярные засоры канализации, которые выливаются на дорогу, которые дальше спускаются вниз в низину, где стоит общежитие финансового колледжа. Под ним образовываются регулярные ямы, которые откачиваются опять-таки в эту же канализацию, помимо всех, вынуждены нарушать. Будет ли продлена ливневая канализация хотя бы до здания? Планируются ли какие-либо работы? Что-либо аварийное может ли предприняться, иначе будет еще один рухнувший дом в Якутске? Евгений Иванович, поясните, это у нас ливневка наша. Вы говорите о ливневой канализации или вы говорите о водоотводных лотках? То есть вы говорите о... Что угодно. Можно провести ливневую канализацию именно, именно водоотводные лотки. Они установлены на уровне общежитий. ЕГУ, Аюнского 31, они не доходят. От лесоруба нового здания начинаются. Образовывается низина. Там расположены несколько гаражей. И в самой низине Аюнского 31. Давайте мы с вами не так, чтобы голословно здесь говорить по этим вопросам и предлагать вам что-то или отвечать. Давайте по рабочей порядке с головой округа возьмем и будет вам конкретный ответ. Мы с вами состоим в одной WhatsApp-группе, где я выкладывал фотографии. Евгений Иванович, давайте подготовим ответ посмотрим по Аюнскому. Можно, да, вопрос? Добрый день. Можно я начну? Я уже сижу. Добрый день. Я являюсь родителем 4-й коррекционной школы 8-го вида города Якутска. В нашей школе учатся 301 ребенок, из них 95% дети-инвалиды. В основном дети инвалиды с заболеванием неврологическим. Вопрос в том, что наша школа деревянная, 70-го года постройки. Сегодняшнее состояние нашей школы, оно непригодно по техническим данным, по заключению. Значит, с 2007 года нам обещают новую школу. Сваи стоят на Пирогова. Но по сегодняшний день мы не видим этой школы. Почему такое отношение к детям-инвалидам? Наши дети тоже хотят учиться нормально, где есть материальная и техническая база оснащена. Я думаю, что наши дети тоже достойны такого отношения. Не думаю, что... в принципе, наши дети никому не нужны. И они не трудоустраиваются, их не берут на работу, их не ставят в центр занятости на учебу, потому что они инвалиды. Они никому не нужны. Нам обещали в прошлом году, что в 2019 году начнется
стройка нашей школы. Сегодня дошла до меня информация, что эта стройка перенесена на 2020 год. Вопрос. Начнется ли стройка нашей школы в 2019 году? Спасибо. Пан Анатольевич, пожалуйста. Строительство школы в этом году не начнется, но надо отметить, что ежегодно в городе Якутске вводится несколько школ. И мы таким образом закрываем наиболее, так сказать, проблемные участки. В 2019 году будут также приобретены здания для школы, потому что в городе Якутске практически нет свободных земельных участков, чтобы начать застройку. Это здание по Вилюйскому тракту, 4 километр на 400 мест. Это приобретение здания по улице Толстого, 20 для размещения на 360 мест. Также отдельное здание школы на 500 учащихся по улице Автодорожная в микрорайоне ДСК. И международная арктическая школа на 220 учащихся на территории центра отдыха Сосновый Бор. Ваш вопрос находится на контроле, и с 2020 года действительно стройка начнется. Ну, подготовили это письмо, мы, наверное, вам оставим, да, его? Хорошо. Ага, и еще у меня вопрос. А то, что на Пирогова 2 там сваи забиты по нашей школе, это как? Ну, нужно, давайте мы изучим после совещания. Давайте. Потому что здание старое, но деревянное. Она по всем противопожарным, по безопасности, я думаю, что она не соответствует. Как вообще? Вдруг пожар, вдруг что? Оно деревянное, оно вспыхнет моментально. Сколько было таких случаев, я не буду вам говорить, мы все об этом знаем прекрасно. Василий, спасибо. Да. Строители, кто-то готов прокомментировать по Пирогову? Пан Анатольевич. В целом, как было сказано, строительство планируется в 2020 году, а в целом по школе по Пирогову прошу комментировать. Так, с 2020 года начнется строительство ряда школ в рамках второго этапа ГЧП, поэтому основной упор делается именно для специальных коррекционных школ, в том числе и речевая школа будет, 4-я, 34-я школа начнется строительство. И поэтому этот вопрос находится здесь на контроле. Что касается свайного поля, я точно не могу сказать. Сейчас на сегодняшний день решается вопрос по этим школам, по какому проекту будем строить. Решается вопрос с потенциальным частным инвестором. И есть наши проекты, которые мы предлагаем, есть проекты частного инвестора, которые не предлагают, поэтому все будет зависеть от того, какой проект все-таки будет выбран. И исходя из этого, можно будет использовать эти свайные поля, и либо надо будет заново строить, этот вопрос будет решаться. Спасибо. Связанный. Вот вы сказали, что будет строительство коррекционных школ. И мы рады, вот здесь представители есть школы для детей с тяжелыми нарушениями речи, речевая школа. В 2016 году уже должны были начать нашу школу строить. Отложили. Федосия Васильевна года 2 назад по телевидению объявляла, что речевая школа будет построена, назывались более ранние сроки. Не будете потом так же, вот так отложено, 20-й год, 21-й и так далее. Это первый вопрос. И второе, сразу я хочу обратиться как педагог, ну и как родитель тоже, как бабушка, с просьбой большой, чтобы увеличили количество мест для поступающих в средние специальные учебные заведения. И чтобы это была бюджетная основа. Почему бюджетная? Потому что наши дети, как правило, из малообеспеченных, многодетных семей. Я могу привести пример моего ученика Капитонова Димы, который закончил года 2-3 назад финансовый колледж, окончил успешно, но он инвалид по слуху, он прекрасно учился в школе, но он учился не на бюджетной основе, а платно. Вот у него родители оба инвалиды, он сам инвалид, но у ребенка такая тяга к образованию, что он платил деньги. И вот у меня просьба к нашему министерству, чтобы увеличивали именно бюджет
бюджетные места в средних специальных заведениях. Я уже не говорю о высших. Вот у меня такие два вопроса. Да, действительно, вопрос строительства новой школы для вещевой школы, он довольно-таки затянулся. Все это понимают, и поэтому вопрос строительства с 2020 года это принципиальный вопрос, и правительство в этой части, именно в части реализации второго этапа ГЧП планирует именно строительство вот этих коррекционных школ. Спасибо. Извините, можно еще один вопрос? Я являюсь председателем СОТа ветеранского, 70 лет победы. Наш СОТ состоит 143 человека. Там ветераны войны, силовики, вдовы и ветераны труда. У меня вопрос. Правительству. Существует ли республиканская программа благоустройства, электрификации, газификации СОТов, СОНТов и СНТ? И если она есть, то что делается по ней? И как можно туда попасть? Ответ будет краткий, я, может быть, не удовлетворительный, но это правда. Такой программы нету, по сотам этим, и все идет через муниципальное образование, если в целом этот вопрос будет раскачиваться, и по ресурсоснабжающим организациям это все должно проходить как техпресс. Я прошу еще прокомментировать департамент ЖКХ. Да, я добавлю, что в соответствии с федеральным законом о садоводах и огородных СОТ сам должен обеспечить инфраструктуру, получается. Также в соответствии с данным федеральным законом орган местного самоуправления вправе оказать возмещение затрат помощи, да? Такая у нас помощь имеется, окружной администрации города Якутска, имеется порядок предоставления субсидий, возмещение до 50% затрат по строительству инженерных сетей, получается. Вы можете обратиться в наш адрес, в окружную администрацию, и подать заявку на возмещение затрат, понесенных затрат, получается. В этом году, да, средства были предусмотрены, я думаю, что в середине года, если вы подадите, мы вашу заявку рассмотрим. Также есть возможность участвовать в народном бюджете, да? Каждый год ежегодно мы формируем заявку по народному бюджету, тоже есть возможность туда подать заявку и получить определенные денежные средства на возмещение данных затрат. Какой кабинет у вас? У нас 502 кабинет администрации выделена. Хорошо. Теперь у меня замечание по народному бюджету. Мы подавали в прошлом году на народный бюджет, да? Но мы запросили сумму где-то 2,5 миллиона на электрификацию. Нам отказали на той основе, что мы слишком много запросили. Уменьшили сумму. Уменьшили сумму еще. Возможно, там по каким-то другим критериям пошли. Нет такого, что слишком много запросили. Документы у нас были, я защиту проходил. Вы 65 лет победы. Там уровень софинансирования населения не менее 20%. Если эти критерии придерживаются, я рассматриваю все заявки. В этом году срок. Добрый день, Андреева Любовь Петровна. У меня будет два вопроса. Я являюсь членом автодорожного округа Женсовета. Так, первый вопрос у меня заключается в том, когда будет возобновлена программа или вообще она работает по материальной помощи, адресная материальная помощь на газификацию именно жилых домов по городу Якутску. Это мой первый вопрос. И второй вопрос. Как представитель именно специальной коррекционной школы-интернат, она у нас находится в Сайсарском округе, и у нас такая наболевшаяся проблема по улице Макаренко. У нас обучаются дети по двум нозологиям, это слабовидящие слепые дети, также слабослышащие дети. Каждый раз вот именно городские дети у нас именно ходят по Макаренко осенью и весной, именно эта дорога у нас ужасная, она вся... нельзя ходить именно. Родители у нас тоже являются с инвалидностью. И вы, наверное, понимаете,
невидящий, слабовидящий человек, как он может именно вот, проходить именно по этим улицам. Спасибо. Действительно, в прошлом году средств на газификацию, на адресную материальную помощь, на газификацию не было предусмотрено. В этом году они восстановлены в размере 70 миллионов рублей. И с этой целью вам необходимо обращаться в ОКОП с заявлением адресная материальная помощь на газификацию жилых домов. Добрый день. Значит, по улице Макаренко я могу сказать следующее. По задержанию этой дороги ответственность значит, на управе. Ежегодно у нас в управе закладываются денежные средства. В этом году мы предусмотрели достаточно, скажем так, достаточный объем по грейдированию, по содержанию, по отсыпке именно улицы Макаренко. Это первый момент. Второй момент. Также у нас в этом году планируется устройство хотя бы деревянного тротуара, чтобы был нормальный проход в сторону значит, улицы, по улице вдоль Макаренко до традиционной школы. И на 2020 год в бюджете города предусматривается асфальтирование улицы Брикетова от улицы Чайковского. Вот, значит, такие сведения. Спасибо. Уважаемый Дмитрий Дмитриевич, члены правительства, все члены правительства и окружной администрации. Мы, инициативная группа родителей Саха-политехнического лицея, хотим поднять вот такой вопрос. Нас волнует, на данный момент в нашем лицее обучается 1305 детей, 2 смены, в классах в среднем по 35 детей, а школа рассчитана на 580 детей. В Сайсарском округе за последние годы построено очень много жилых многоэтажных домов, и в этом новом учебном году ожидается большой наплыв, около 700 новых учеников. В связи с этим мы хотим решить вопрос о возможности внесения поправки в бюджет постройки пристроя на территории нашего лицея. И очень надеемся, мы, родители, очень надеемся, Дмитрий Дмитриевич, что вы по-прежнему болеете за Сайсарский округ. Спасибо за внимание. Да, вот как сегодня звучат вопросы, да, это уже не первый вопрос про строительство школ. Как уже было отмечено, это город Якутск и обеспечение местами школьников города – это зона пристального внимания правительства. В прошлом году, вы знаете, в конце года были приобретены за счет федеральных средств несколько зданий, в том числе, насколько мне известно, здание по улице Лермонтова 152А, которые будут предназначены под размещение дополнительных классов Саха-политехнического лицея, да, на 240 мест. Как уже ранее выступавшие отмечали, у нас в планах также строительство школ в ДСК, также были приобретено здание под размещение школы по Вилюйскому тракту, это бывшее здание БГУЭФ, да? Так что плановая работа ведется, конечно, сразу разово всем обеспечить места это невозможно, в том числе у нас есть и постановки вопросов по строительству по всей республике, да? Но, как я уже отметила, город Якутск – это зона пристального внимания, и здесь работа планомерно ведется. Я хочу еще добавить по Сайсару. У нас 25-я школа в этом году будет запущена. Хотел бы для жителей определить еще, объявить о том, что та школа, которую мы покупали ранее, которая сейчас 25-я учится, она останется под начальную школу. То есть классный фонд будет увеличен в хорошем объеме. Соответственно, это снимет напряжение. 18-я школа у нас не до конца на полную мощность работает, поэтому там тоже классный фонд у нас имеется. Ну и надо понимать, что это еще не все.
А мы в протокол обязательно включим то обращение, что вы по лицею, наверное, сейчас учились. Здравствуйте. Михаил Александр Васильевна, Автодорожная округ. Так, первый вопрос, да? У нас было в частном секторе несколько нападений собак. Но, слава богу, конечно, машины там останавливались, там людей подвозили и так далее. Заявку делали, потом мне звонили по заявке и говорили, спрашивали где, что, говорю, Алабаи, сразу мне отказывают. Говорят, их садят за то, что они вот, ловят таких собак. И сказали, и меня посадят, потому что я заявки подаю на этих собак. Как можно с этим бороться и что сейчас делается? Вот вопрос про бродячих собак. Второе. В связи с активной застройкой территории города Якутска возникла проблема подключения к сетям газоснабжения по причине недостаточной пропускной способности трубопровода. Рассматривается ли вопрос централизованного решения данного вопроса правительством Россия в помощь Сахатрансному газу? Спасибо. По собакам, значит, давайте мы комментарии даст наш специалист сейчас, а я перед этим скажу вам, независимо алабаи, в ошейниках они или еще какие-то породистые собаки, если они являются агрессивными, позиция администрации города Якутска отлавливать их, возить их на пункт передержки. Поэтому вы не стесняйтесь этих звонков, а мы будем свою миссию выполнять. Глава округа знает, как это делать, мы занимаемся этим, и мы к этому беспощадно будем относиться, и вот этих спецнадзорных животных, независимо в ошейниках или как, если они бегают без хозяев, мы будем отлавливать. Олег Ильич. Да, то есть у нас позиция жесткая, мы не собираемся ни с кем как бы заигрывать в отношении, у нас инцидентов будет достаточно. А если отказ, что мне делать? От кого отказ? От собак, где я звоню? Нет, такого быть не может. У нас есть график, Олег Ильич. У нас есть... Отказ очень много, всегда. Всегда рассказывает, она никого не впустила. Вот в вашем случае вы ко мне обратитесь, к сожалению, реальный отказ, да? По поводу работы, да, мы работаем ежедневно, у нас 2 бригады по графику есть по всему городу, да, мы отлавливаем вот 5000 собак. Кстати, по городу 5000 собак каждый год отлавливается, но показатели численности собак очень не уменьшается. Мы очень надеемся, что федеральное законодательство уже защитит правил содержания собак, потому что без ужесточения правил содержания, да, вот этот трагический случай, который был у нас совсем недавно, без этого мы поголовье пока что сдерживаем, но кардинально надо начать только после, если мы ужесточим правила содержания собак. Снова работа может быть. Так, по второму вопросу насчет газоснабжения, да. В этом году окружная администрация города Якутска будет разрабатывать совместно с УГЛС Сахатранснефтегаз схему газоснабжения на территории городского округа города Якутска. После утверждения данной схемы УГЛС должны у себя внедрять программу, внедрять средства на ликвидацию пропускной способности, да. Ну и будут строиться новые сети, получается. А по нашей программе по развитию системы газоснабжения у нас в приоритете стоят газоснабжение для земельных участков, выделенных многодетным семьям. К сожалению, до 22-24 года только мы данными земельными участками будем заниматься. Потом далее, конечно же, приступим по развитию других сортов и ИЖС газоснабжения. Савинова, Цесарского округа, председатель Совета МКД. Значит, первый вопрос, у меня будет 2 вопроса. Первый из них – это мусорная реформа. А вскоре набила, уже дальше некуда. Растет социальное напряжение среди населения. Почему я это знаю? Потому что я провожу лекции, семинары, форумы свободных слушаний по школе грамотного потребителя, услуг ЖКХ. Будучи являясь экспертом по тарифам и сборам, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Во-первых, федеральный закон, как вы уже знаете все, он рекомендовал объемы накопления и объемы вывоза. Так что важнее, почему они завышены, для северян непонятно. Я прошу ответить, если есть тут специалисты. Дальше. Значит,
по вывозу, постройки по устройству полигона. Скажите, это что ложится на наше население, на меня лично? Или это федеральная задача строительства полигона? Почему именно эти тарифы вошла эта статья? Тоже непонятно. Второй вопрос. Значит, поскольку я провожу семинары и лекции, ну, чего кривить душой? Народ ходит, ну, скажем так, неактивно. Но зато по телефону вопросы задают или на общих собраниях очень активно. Я, вы знаете, что хотела предусмотреть, Дмитрий Ильич? Вы же знаете, что я читала и раньше, я приходила к вам на планерки и предлагала все время, да, эти обучающие семинары. Но я здесь хочу чего поднять-то. Домами управляют, ну, скажем так, слабо образованные люди. Мы с вами об этом знаем. Это первое. Чтобы старост привлечь, нужно каким-то образом смоделировать базу тестирования. Вот если вы меня поддержите, будет очень даже хорошо. Следующий момент именно по образованию. У нас был учебный кабинет ЖКХ, где я работала экономистом, модератором, по ТСЖ, управляющей компанией и старостом. Сейчас его прикрыли. На каком основании, я не знаю. Это второй вопрос. Первый. Мы как раз там готовили именно тех специалистов для коммунальных служб, которых сейчас все меньше и меньше. Либо они выезжают, либо они переквалифицируются. Скажем так, пример. Билибина 27/2. Наш дом признан аварийным. У нас постоянная, значит, вода, протечка. Иногда бывает так, что человек забывает уходить на работу, и вода замерзает. Приглашаем сантехников. Что вы думаете, если мы раньше платили, а у нас этажный барак, если мы раньше платили по 100, по 200 рублей, мы сейчас платим 800, 1200. Это справедливо? Нет, конечно. Я прошу ответа. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я не представил коллег, да? У нас на нашей встрече сегодня присутствует заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия Служаева Елена Григорьевна, да? И также Филиппов Алексей Анатольевич, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Ну, спасибо за вопрос, да? Действительно, на таких людях держится, как говорится, земля. Части вопроса подход. Хорошо. Пожалуйста, оператор. Добрый день. Меня зовут Леонид Валентинович, я генеральный директор компании, которая является региональным оператором по вывозу отходов. Спасибо за ваш вопрос, вы правильно его ставите абсолютно. Значит, по поводу норм накопления отходов, да, они были разработаны в соответствии с федеральным законом. Хочу сказать сразу, что вся вот эта мусорная реформа, о которой мы сейчас говорим, она вся описывается федеральными законами и, соответственно, подзаконными актами в виде постановления правительства. Как бы никто здесь ничего, даже на республиканском уровне, не думает, никаких решений не принимает. Значит так, что касается норм накопления отходов, они регулируются, так сказать, федеральным законом, сейчас говорю, определение их. Оно такое достаточно сложное, работа проводится в течение года по определению этих норм и принимается различными соответствующими инстанциями. Это все очень зарегулированная деятельность. Это первое. Второе, то, почему сейчас вот строительство значит, нового полигона и перерабатывающего комплекса находится в тарифах. Значит, федеральный закон об отходах 89 определяет то, что это направление сейчас, да, по факту внесены, то, что образователь отходов, он платит за те отходы, которые он производит. Вот, примером могу вам привести культивацию полигона старого на 9 километре, да, которая должна у нас произойти. Вот она оплачивается из средств федерального правительства, существуют специальные целевые программы, чистая страна, например, да, в рамках которой выделяются средства достаточно большие, почти полмиллиарда рублей на рекультивацию этого старого полигона. А новый полигон, он должен быть оплачен за средства того, кто производит отходы. Это мнение, еще раз не мое, это мнение федерального правительства.
Но рассуждать на эту тему можно очень долго. Вы как преподаватель, так сказать, как общественник, который несет знания людям, вы лучше по ним пройдите. Мы с вами прям целую программу напишем, и чтобы я не был голословным, я вам там кратко выжимки из источников, посидим, подумаем, как просветительская работа лучше снимается. Хорошо? А вот еще хотят напомнить. Заместитель председателя Госкомцен, Служебная Галина Григорьевна. Значит, очень часто задают вопрос, что же все-таки, из чего сложился вот тариф 846 рублей за 2 часы интернета. 265 рублей из них составляет транспортировка, 76 рублей захоронение, негативное воздействие на окружающую среду 38,90, собственные расходы предприятия 46,98, производственная программа 19,74, капитальные вложения 226 рублей, агентские сборы 10 рублей и НДС 136 рублей 97 копеек. Значит, капитальное вложение это действительно в соответствии с федеральным законодательством. Еще раз заостряю ваше внимание, что никто, никакой регион, никакой своей методики или нормативно-правовых документов в части расчета данного тарифа не производит. Все регулируется федеральным законодательством. В настоящее время планируется и внесено такое предложение, уже разработан проект федерального закона о том, чтобы обнулить НДС в этом именно в отношении твердых на тарифы в сфере обращения твердых коммунальные отходы. Если это произойдет, во всяком случае проект этот уже есть, то именно на сумму НДС в составе тарифа будет изменен тариф. В отношении всего он построен строго с федеральным законодательством. И давайте с вами понимать, что здесь вот очень часто звучит такая фраза, что плата в сфере обращения твердых коммунальных отходов – это коммунальная услуга, она стала, поэтому изымается с человека и так далее. Дело не в этом, здесь меняется сам характер. Его не просто вывозят, но его еще должны будут захоранивать. И для этого и строится полигон. Поэтому, действительно, если мы хотим оставить нашу планету чистой будущим поколениям, а сейчас происходит просто замусоривание планеты, и даже не хватит наших площадей Российской Федерации, то вот эта реформа просто необходима. Конечно, в ходе реформы могут быть различные проблемы при образовании, но на этом этапе все построено в соответствии с федеральным законодательством. Отступлений нет никаких. Спасибо. Можно? Дорогие товарищи, дорогие члены правительства, дорогой Дмитрий Дмитриевич, Владимир Юрьевич, я руководитель общественной организации слепых автодорожного округа. Моя фамилия Шнязов Георгий Михайлович. Я бы хотел обратить внимание на 4 вопроса. Во-первых, у нас нет для слепых в городе Якутск, у нас 800 слепых проживает, а по республике 5000. Но мы никак не можем иметь свое помещение. У нас было в 60-е годы нам мэрия построила очень прекрасный дом культуры, клуб слепых Краснодар 15, но в ходе эксплуатации, в ходе строительства дорог, благоустройства улиц и так далее, наше здание все затопило и пришло в негодность, составило 98%. На сегодняшний день мы находимся Ленина 58, благодаря спонсорам мы себе сделали небольшой офис, где вот сейчас проводим и находимся в этом офисе. А вот Краснодар 15 никак не можем добиться в правительстве, много раз пишем везде, во все дистанции, но эти письма идут обратно в Министерство труда, а Министерство труда отвечает мне. Поэтому вопрос не решается. Когда мы переехали в 2010 году в этот офис по улице Ленина 58, а Краснодар 15 у нас полностью находилось затопление, но она хотя была окружена заборами, но это заборы соседи наши все растащили, и по ходатайству автодорожного округа администрация мэрии оштрафовали на 100 000 рублей, понимаете? И я вот в 2018 году
обивал все пороги, и благодаря вот прокуратуре и других организаций штраф с нас это 100 тысяч сняли. Но, товарищи, это не дело, поэтому я прошу и правительство, и вас, многих дорогие члены правительства, каким-то образом обратить внимание, вот, нам нужно обязательно помещение вот, для развития общества, для развития самодеятельности, развития спорта. Но мы на сегодняшний день никак это не можем. Земля у нас есть, собственная земля по улице Красная, 15, мы на это никак не можем. Поэтому, пожалуйста, вот на этот вопрос помогите нам каким-то образом. Второй вопрос – это трудоустройство. У нас была очень хорошая база, где мы слепые работали в Полене, Чекало 28. Но в ходе 90-е годы Министерство труда передали это производство в частные руки. И моих слепых сегодняшний день ни один слепой там не работает. Там работают, правда, инвалиды, общие заболевания и так далее, а слепой ни один не работает. Мы просим помочь нам выделить помещение, чтобы мы могли бы организовать трудоустройство инвалидов, особенно первой группы. А мне их в республике 2300 человек. Но хотя бы в зале мы находимся где-то 360 человек. Вот поэтому этот вопрос очень больной, и слепые ждут решения данного вопроса. А третий вопрос – это транспорт. Мы много мероприятий проводим, но никак не можем слепых привести с улусов, с городов, административных, на Слегов и так далее. Потому что на сегодняшний день автобусы только ходят на Амцево и Покровск, а в других местах автобусы не ходят. А такси инвалидов первой группы с сопровождающим, товарищи, это накладно бывает. Потому что, сами знаете, пенсия, каждый инвалид там получает 18-20 тысяч, и эту проблему нам не решить. А мы хотим совместно общаться, хотим развиваться, транспорта нет. Поэтому я прошу, ставлю вопрос перед правительством, каким-то образом пора уже организовать хождение автобусов по республике. Почему-то все упираются в такси, а такси одни аварии, одни, даже опасно садиться на эти такси. Все вы сами прекрасно знаете. Четвертый вопрос – это благоустройство. Много лет я уже вопрос ставлю. Я сам уже работаю в обществе 60 лет. И вот эти вопросы ставлю перед мерей и так далее. Ну, а вот мне не так. Обещают все эти вопросы сделать. У меня вот здесь в Залоге находится 3 общежития. Байкалова 6, Тимиряза 60, Чернышевская 50/1. У нас нет тротуаров. Будьте добры, сделайте хотя бы нам из Горгуля. Мы не просим там сделать какие-то шикарные асфальтированные тротуары. Вот эти все 4 вопроса я прошу обратить внимание присутствующих данного члена правительства, потому что я много раз обращался, но ответов нет. Поэтому будьте добры, помогите, слепые ждут решения данных вопросов. Пожалуйста, передайте. Уважаемые горожане, мы уже почти 1,5 часа заседаем. Да? Давайте еще пару вопросов, таких же вещи, и будем подводить итоги. Хорошо? В части общества слепых хочу вам сообщить следующее. Значит, мы сейчас округом администрация города Якутска дала поручение о том, чтобы найти, изыскать на территориях площади жилые и нежилые, которые могут быть предназначены для советов многоквартирных домов, либо для наших общественников. Вячеслав Владимирович знает об этом, глава округа. Может быть, у нас получится какая-то найти, тогда мы вам предложим. Но это будет одно из другого вытекать, потому что вы говорите, у вас нет помещения для того, чтобы вы работали, но, наверное, надо подумать, как сделать вам то помещение, которое у вас было. Поэтому этот вопрос мы тоже совместно поговорим, попробуем помочь. Я бы хотела задать вопрос. В Билибино 17-19 сданы новые дома. В Билибино 19-15 этажные и 17-3 дома. 5-этажные. Утром не уедешь. То есть я хотела бы, знаете, предложить, что чтобы вынесли в правительство и реализовали нашу просьбу, это от всех граждан моих, сократить интервал 15-41, либо пустить какой-то новый маршрут. Да, спасибо. Здравствуйте. Можно вопрос? Давайте, у нас 3-й раз уже с вопросами или с выступлением. Давайте вот из крайнего. Я жительница швейцарского поселка, да? Я хочу спросить, когда будут сносить наши дома, общежития? Это
бывшие общежития лицензия. Шоссе. Я вот хочу узнать и вот жителям Василия передать именно Владимиру Юрьевичу. Спасибо. В Швейцарском округе находится 111 домов, специально признанных аварийными и подлежащих переселению, но в рамках второго этапа по фонду реформирования попадает всего 37 домов. В том числе и вот те дома, которые мы называем дома канадскими центрами. Вы уже, жильцы, все подходили, документы все сдали во втором этапе. При оформлении общей заявки, я думаю, во второй декаде, во второй половине этого года мы вам точно скажем. Хорошо? Они попадают. Да? За этим вопросом к вам обращаться. Ну, я думаю, те, кто живут в этих домах, они уже все к нам подошли. Кто не подходил, я предлагаю совсем уходить. Поэтому дому все были. Мы говорим о канадских домах. Да. А по вашему дому, вот вы назвали свой адрес, насколько я помню, он признан в октябре 2018 года. Но те дома, которые признаны после 1 января 2017, они не попадают под этот этап. А вот ваш дом, к сожалению, мы надеемся, что третий этап по линии фонда реформирования ЖКХ все-таки он будет, и только после внедрения, определения финансирования третьего этапа вы можете попасть туда. Но я потом сказала, сначала второй этап, это работы, мы читаемся и будем говорить о третьем этапе. Спасибо. Давайте мы завершаем вами и будем давать оценку правительству. Хорошо. Просьба, значит, для патриотического воспитания граждан, профилактики преступлений, правонарушений, всех сотрудников полиции, за исключением уголовно-розыских, которым не положено носить форму, все пусть носят форму. Они обязаны каждый день выходить на службу в форме. Я особенно внимание обращаю на следователей, которые в гражданской форме ходят, допрашивают особо опасных преступников. Что она там допросит? Он и разговаривать не будет. Я как следователь по особо важным делам точно говорю, что Якутск и вообще республику надо одеть форму. Им выдают ежемесячно форму, через каждые полгода менять форму, да? Они обязаны носить ежедневно форму. Это будет профилактика преступлений, правонарушений и вообще, как это честь, офицера, допустим, я не говорю уже о сотрудниках, это все граждане. Вот в Якутске половина населения, но 30% точно. Это сотрудники силовых структур, я не говорю, что только МВД. Так и ФСБ, пожарники и все прочее. Спасибо. Хорошо. Наверное, правительство будет при встрече с министром МВД и ребят с вашим пожеланием. Спасибо, уважаемые горожане. Правительство отчиталось. Республика отработала 2018 год достаточно серьезно и хорошо подходила к социальным проблемам. У нас очень много в городе Якутске, в частности, было сдано новых объектов, и поэтому я предлагаю все-таки сделать на заключение оценку дать работы правительства республики в городе Якутске и, в свою очередь, и принять, данный отчет. Я уже сказал, что хорошо. С оценкой хорошо. Есть предложение такое, с оценкой хорошо принять отчет правительства республики Саха-Якутия. Удовлетворительно, хватит, прошу. Сейчас оценку не ставим. Принятие у нас есть, принять или не принять, поэтому оценку нужно принять. Спасибо большое, Дмитрий, еще раз сказать. Уважаемые жители Швейцарского подорожного округа, спасибо, что вот такое рабочее время пришли и послушали наш отчет. Действительно, правительство сегодня отчиталось, можно сказать, за два. Правительство, которое возглавлял Евгений Алексеевич Щекин и Владимир Викторович Солод. В целом мы обращаем внимание на столицу нашей республики, в целом на требования чаяния населения. Сегодня те вопросы, которые были подняты, мы обязательно включим в наш протокол. Дальше рабочая группа будет рассматривать и ставить глобальные задачи на следующий отчет. Но что касается Швейцарского округа, где здесь меня, как бы, отмечали, действительно, Швейцарский округ для меня родной округ. В Швейцарском округе я считаю, что прошлый год был плодотворным.
Я, который работал главой Сайсарского округа, ну, уже в правительстве республики, житель Сайсарского округа, спикер городской думы Семенов Альберт Никандрович, Владимир Юрьевич Федоров, первый заместитель главы города Якутска, два активных товарища, такие как Амосов и Павел Валерьевич Снафонтов, они наши депутаты Сайсарского округа, они действительно активно ставят вопрос, те, которые вы сегодня поднимаете. Еще раз спасибо, спасибо за участие, здоровья и счастья. Если еще вопросы остались,